Здравствуйте, дорогие подписчики! Мы продолжаем изучать карты Таро. Сегодня говорим о рыцаре жезлов. Девиз этой карты — огонь и молния. Молодой рыцарь галопом мчится на коне по пустыне мимо 3 древних пирамид. Он одет в желтую тунику, украшенную саламандрами, символами стихии огня. Под тунику у него боевые доспехи. Его шлем увенчан огненно-красным плюмажем. Одинокие женщины часто шутят о рыцаре в сияющих доспехах. К счастью, гадая на картах Таро, вы действительно способны увидеть, когда эти рыцари появятся на вашем жизненном пути. Когда вы видите рыцаря жезлов в толковании романтических отношений, вы можете ожидать, что он готов благополучно перенестись со страниц волшебной сказки в вашу жизнь. Никто не будет осуждать вас за надежду. В конце концов, каждый знает, что рыцари молоды и харизматичны. Они весьма компетентны в утонченном искусстве любви и романтики. При этом готовы и согласны сражаться на стороне слабых и беззащитных. К сожалению, как мы часто обнаруживаем в волшебных сказках, здесь есть и ловушка. Прежде всего, вы не слабые и не беззащитные. Более того, рыцарь в сияющих доспехах может не приехать из далекого королевства. На самом деле, этот рыцарь жезлов в вашем романтическом раскладе может просто оказаться частью вашей собственной личности, ожидающей того, чтобы выйти на свет из вашего подсознания. Может оказаться полезным тщательно изучать рыцарские легенды. В действительности они являются историями о трансформации. В большинстве подобных историй рыцарь отправляется на поиски мистического объекта, такого как Святой Грааль. Во время выполнения своей миссии он встречает или преодолевает серию препятствий, преднамеренно разработанных кем-то, чтобы подвергнуть его испытанию и бросить вызов. К концу своих поисков рыцарь узнает, что мистический объект, который он стремился найти, никогда на самом деле не был истинной целью его приключения. Задачей же было саморазвитие и изменение. Это же самое верно и для большинства из нас, находящихся в поисках любви и романтических отношений. Найти партнера в действительности не является предметом наших поисков, хотя иногда кажется нашей окончательной целью. Партнер может быть прекрасным компаньоном в пути, но то, что мы на самом деле ищем, является, как правило, все тем же святым Граалем самотрансформации. Ни рыцарь в сияющих доспехах не сможет выполнить эту тяжелую работу за нас. Ни герой крестовых походов не сможет изменить нас, тех, какими мы являемся внутри, независимо от того, насколько сильно хотим, чтобы это случилось. Никто другой не сможет спасти нас от самих себя, только мы сами. Если вы настолько удачливы, чтобы встретить реального рыцаря жезлов, вы узнаете его сразу же. Рыцарь жезлов, как и все фигурные карты его масти, горяч и энергичен. Он остроумен, кокетлив и романтичен. Он странник, путешественник, искатель приключений и крестоносец. Он может быть страстным, непредсказуемым, импульсивным и пылким. Традиционно появление рыцаря жезлов в предсказании Таро может иногда указывать на переезд в новый дом. С точки зрения стихий, все 4 рыцаря Таро огненные. Они просто сочетают в себе элемент огня с элементом своей собственной масти. В этом отношении рыцарь жезлов олицетворяет страстное соединение огня с огнем. В астрологии 4 рыцаря Таро ассоциируются с 4 мутабельными знаками зодиака. Рыцарь жезлов представляет изменчивый огонь знака Стрелец, который делает его дружелюбным и деятельным.